Марем Хамхоева только начала изучать творчество Александра Сергеевича Пушкина, но у девочки уже есть несколько любимых произведений. Наряду с ингушскими авторами Марем зачитывается и произведениями русских классиков. И все же Пушкин среди них на отдельной ступени. Простите, верные Дубравы, простите, верные Дубравы, прости, беспечный мир полей и легкокрылый забавы. Столь быстро улетевших дней! Прости, Тригорская, где радость меня встречала столько раз. В Сунжинской центральной библиотеке сегодня многолюдно. Дети, отдыхающие в местном лагере, подготовили номера к пушкинским чтениям. Читать классика Золотого века нужно выразительно и с расстановкой. Поддержать своих детей и окунуться в мир литературы решили и родители выступающих. Оценок здесь не ставят, и даже если запнешься или забудешь слова, замечаний никто делать не станет. Это негласное правило действует на всей территории библиотеки. И все же дети очень ответственно подходят к подготовке. Мы вместе выбрали стихотворение о временах года. Зима, весна, лето, осень. И дети с большим удовольствием готовились, даже сами репетировали. Уходили в стороночку где-то, потом подходила, я подслушивала, корректировала. Вот таким образом. Для Рахима Костоева это не первое выступление на публике. Мальчик уже несколько раз выступал перед классом с любимыми стихотворениями. И все же сегодня немного другое. В старших классах ему предстоит выучить еще немало произведений Пушкина. Но на сегодня он приготовил свое самое любимое. Волнение присутствует, но Рахим с этим справился. Я подготовил поэму Руслан и Людмила. Александр Сергеевич Пушкин. Лука, море, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Стихотворение – это не просто строки, легко ложащиеся в рифму, а слова с глубоким смыслом, понять которые дети смогут лишь прочувствовав события, происходившие вокруг автора. Знакомство с творчеством великих русских классиков позволит им по-иному смотреть на содержание любимых стихотворений, несмотря на их малый возраст. И мероприятие Духа Халес, Пушкина ли отца, Лермонтова ли отца, Блока ли отца, Твардовский ли отца, сбедаться же 6 бяха нахбацешь. В сопровождении кадров музыкальных клипов ребята знакомятся еще с одной стороной творчества Пушкина, или, если быть точнее, с тем, как его произведения используют певцы и артисты. И дети, и взрослые, кого не спросишь, Пушкина знают, читают. Очень много, даже вот у нас читателей, пенсионеры, очень много таких, которые знают наизусть Пушкина. А дети, тем более у нас даже дошкольники проходят через сказки Пушкина. В этом году исполняется 180 лет со дня смерти великого поэта. Память о нем живет в его творчестве, и собравшиеся сегодня ребята, безусловно, в уже новом учебном году придут в школу с солидным запасом выученных стихотворений на четверть вперед. Тамерлан Хамхоев, Майербек Миржо.